Уже четвертый год кукольный театр погружает в мир сказок школьников города Ленск. 4 группы ставят разные театральные постановки, развивают актерское мастерство. Воспитанники театра учатся у своих героев гуманности, доброте и состраданию. Изначально студия рукоделия начинала свою работу просто как кружок вышивки. Спустя 2 года руководитель студии Светлана Юрьевна поняла, что дети, посещающие ее кружок, очень малы для монотонной и однообразной работы, и решила немного разнообразить этот процесс. Результат – кружок вышивки изменил название на студию рукоделия. Делаем сейчас все, до чего дотягиваются ручки, что можем найти из интернета, на что хватает материалов. Это и квиллинг, это и вот мозаика из яичной скорлупы, это и вышивка, это и декорирование бутылок. Студию рукоделия посещает 40 детей, основная масса которых с 1 по 4 класс. Некоторые девочки посещают кружок раз в неделю, а есть такие, которые ходят ежедневно и с большим удовольствием пробуют себя во всех направлениях, представленных в студии. Начинали с квиллинга, сегодня работают с яичной скорлупой, а через пару месяцев займутся вышивкой. Вышиваем по канве, делаем работы, аппликации вышитые. Сейчас будем пробовать со старшими девочками, как со старшими, с теми, кто ходит уже давно. Будем пробовать делать новое. Вот у нас пошло веяние «Цветы из фоамирана». Новое веяние, по словам руководителя студии Светланы Юрьевны, не оставит девчонок равнодушными. Ведь из фоамирана можно будет изготовить заколки, ободки, разные цветочки. Любой эксклюзивный аксессуар, а главное – своими руками. Уже сегодня девчонки пробуют делать канзаши. Это заколки из цветных лент. Японское искусство. Трудно, интересно, но уже практически получается. Все вышеперечисленные виды рукоделия не только красиво, но и очень полезны для детей. Творчество способствует развитию у детей мелкой моторики, а также художественного вкуса. Свои работы девочки с удовольствием дарят друзьям и родным. Ведь самый дорогой подарок, который сделан и подарен с душой. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.